Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана. В студии Алия Хайрудинова, и мы готовы рассказать о событиях дня к этому часу. Непогода и ее последствия. 3 дерева упало сразу. Где они были, и ребенок с ними был. Как Татарстан пережил сильнейший ветер, расскажет Рамиль Шайдулин. Профилактика африканской чумы свиней в Татарстане. Кабан – очень мобильный зверь, поэтому мы каждый день находимся в состоянии повышенной готовности. Как и где проводят дезинфекцию, увидел Павел Драгунов. В очереди в детский сад 1200 малышей. 15 сентября будет 7 лет, и ему в этом году нам предоставили только место в детский сад. В жилом комплексе усадьба Царева Пестричинского района нехватка мест в детский сад. Есть ли решение проблемы? Разбиралась Вероника Гайнудинова. Итак, главная новость последних дней – масштабная трагедия в Яльчике, последствия страшного урагана в республике. В Зеленодольске в последний путь проводили Айрата Хаилеева. Семью из Пестричинского района, мать и 2 маленьких детей похоронят в Башкортостане. Все они погибли во время урагана на Яльчике в Мариэл. Здесь в субботу стихия унесла жизни 10 отдыхавших. 8 из них были татарстанцами, в их числе и 3 детей. Самому младшему не было и года. Еще один ребенок погиб в Боровом Матюшино. Здесь насмерть дерево придавило 14-летнюю девочку. Рамиль Шайдулин о трагических масштабах стихии. На Зеленодольском кладбище гробовая тишина. Десятки людей не в силах произнести ни слова. Слишком уж шокирующей стала новость о смерти их друга, коллеги, брата Айрата Хаилеева. Успешный бизнесмен, любимая дочь. 47-летний Айрат Хаилеев в свободное время много путешествовал. Часто с братом и друзьями выезжал в Мариэл, к озеру Яльчик. Так было и в этот роковой вечер, когда на их палатку упало сразу 3 дерева. 3 дерева упало сразу. Где они были, и ребенок с ними был чуть-чуть правее. На него ничего не достал. Чудом удалось выжить 11-летней дочери погибшего. Меня вытащили первого, спрашивали, как меня зовут, где там телефон искали, побежали искать меня к берегу. Это соседи руки кидали там из рук в руки. Здесь видно, что вообще нет ни одной тучки. Не иначе как чудом свое спасение называет и жительница Казани Лейсан Залялиева. Она отдыхала на Яльчике вместе с супругом и 2 маленькими детьми. Как вспоминает, погода резко ухудшилась в 18:30. Сначала пошел дождь, потом резкий, словно ураган, ветер. Семья спряталась в палатке, но долго в ней укрываться не получилось. Мы просто поняли, что в какой-то момент, что у нас сейчас не получается удержать палатку, уже нету сил это делать. И мы решили открыть дверь и осмотреться. И в этот же момент послышался треск деревьев, и какой-то мужчина очень сильно кричал на весь лагерь, что нужно выбегать из палаток. Он просто кричал: все выходите из палаток. В ту субботнюю ночь на Яльчике погибли 10 человек, 8 татарстанцы. Это жители Казани, Высокой горы, Зеленодольска и Пестричинского района. Среди них 32-летняя мама и ее 2 маленькие дочери из Куюков. Одной малышке не было и года. 20 человек обратились за медицинской помощью. Состояние их стабилизировано, они получают весь необходимый объем специализированной медицинской помощи. Вот этот сучок оттуда упало. В это же время непогода бушевала и в Татарстане. Как итог, километры оборванных линий электропередач, сорванные крыши, поврежденные автомобили, сотни поваленных деревьев. Часть из них ураган поломал в детских лагерях. Например, в Мирасе не устоял даже могучий дуб. Повалило 5 деревьев. Из них большой дуб, который полностью вывезло лесничество, береза и 2 тополя. Силу ветра можно оценить по толщине деревьев, которые ему удалось свалить. Ширина этой липы в разрезе не менее 80 сантиметров. Местами доходит и до метра. Но и это не помогло ей совладать со стихией. Благо рядом уже никого не было. Мы зашли в корпус и смотрели, как падают деревья. Когда ураган стих, мы построились и пошли в обход, где нет деревьев. Прибыл на место, увидел, что лодка практически наполовину в воде. Буквально вторую жизнь сразу 11 татарстанцам в этот вечер подарил житель Свияжска Павел Матвеев. Он получил сообщение от Зеленодольского центра ГИМС о людях на воде. Доброволец спасательного отряда выдвинулся к берегу и вызволил из водного плена сначала семью из 4 человек, а затем еще 7, чью лодку перевернуло ветром.
Все так, произошло быстро. Не было такого что-то, сверхъестественно, прям тяжелого. Это для меня, такая обыденность. В этот же вечер в селе Боровое Матюшино погибла 14-летняя девочка. В Доме правительства прошло внеплановое заседание Республиканской комиссии по ликвидации ЧС. Здесь стало известно, из-за разгула стихии больше 11,5 тысяч человек остались без света. В Казани от удара молнии повреждены несколько подстанций, сгорел частный дом в Малых Кабанах. Никто не пострадал. В МЧС поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устинском, Пестричинском, Апастовском районах. Заместитель председателя комиссии Рустам Нигматуллин поставил задачу оперативно устранить последствия. Прошу всех ориентировать жилищные компании и так далее, чтобы они посмотрели весь свой подведомственный фонд. В первую очередь по кровлям. Защитить от осадков здание необходимо. Также необходимо организовать работу по расчету затрат на восстановление социально значимых объектов и жилого фонда. Первый вице-премьер сообщил, ситуация на контроле Раисы Республики. Рустам Минниханов поручил оказывать пострадавшим, а их 56 человек, необходимую помощь со стороны медиков других профильных ведомств. Муниципалитеты выделили средства на погребение погибших. Рамиль Шайдуллин, Дмитрий Аренин, Данил Филатов, Игорь Романов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Зеленодольск, Казань. Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате удара стихии. Минувшая суббота стала трагичной для нашей республики. Страшная стихия унесла жизни 9 жителей Татарстана. Среди них 4 детей. В соседней республике Мариэл у озера Яльчик ураганный ветер повалил деревья на палатки. Несмотря на оперативную работу спасателей и помощь самих отдыхающих, 8 человек погибли. Особой болью отзываются сообщения, что в их числе 3 детей, самому младшему из которых нет и года. Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии. Мною даны поручения держать на контроле оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим. Желаю им скорейшего выздоровления, говорится в соболезновании Раисы Татарстана. Глава Мариэл Юрий Зайцев принял решение о выплате единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия 29 июля. Семьям погибших во время урагана выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим будет выделено от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы. Выплаты будут производиться из республиканского бюджета, говорится на официальном сайте региона. В Казани во время урагана пострадали 23 человека, 2 из них госпитализированы. В городе были повалены сотни деревьев, повреждены 19 автомобилей. На 10 домах снесло крышу. Произошло больше 100 аварий на системах электроснабжения. О последствиях урагана в Казани рассказали сегодня на совещании в мэрии. В оперативный штаб от жителей поступило больше 300 обращений. В соцсети казанцы выложили сотни фото и видео. Вот кадры, как ветер сносит крыши с домов в Константиновке. Это улетает кровля с Академии тенниса имени Торпищева. Создание аквапарка ветром унесло обшивку. Вот упала оконная рама с дома одного из жилых комплексов. Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил за сутки устранить последствия урагана в столице. Исполком также оценит ущерб от непогоды, после чего примут решение о порядке его возмещения. Планируется устранить самые короткие сроки. Мы вчера утром собрались, проговорили, куда мы и как будем вывозить. Значит, эти спиленные упавшие деревья, сейчас идет их распиловка. Там, где осталось 356 деревьев, по уточненным данным, на вечер всего у нас упало. Мы их сейчас в основном уже все вывезли. За выходные на реках и водоемах Татарстана утонули 6 человек. В набережных Челнах у парка Прибрежный нашли тело 16-летнего подростка. В Аксубаевском районе дети плавали на надувном матрасе, пока взрослые отдыхали. В какой-то момент они перевернулись и не смогли выбраться. 14-летняя девочка утонула, ее 17-летнюю сестру спас очевидец. На Волге в Верхнеусломском районе мужчина упал с сабборда и утонул. Его тело нашли на глубине 5 метров. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев места были не предназначены для купания и не оборудованы для безопасного отдыха на воде. С начала купального сезона в республике погибли 38 человек, 3 из них – дети.
В Татарстане началась массовая обработка кормушек диких животных. Работа ведется в 15 районах, в первую очередь в приграничных лесах. Это связано с выявлением африканской чумы свиней в России, в том числе и в соседних регионах Удмуртии и Чувашии. Профилактика – единственный способ борьбы с опасным заболеванием. В прошлом году из-за вспышки АЧС в Татарстане уничтожили 18 тысяч свиней. Как дезинфицируют лесные площадки и от каких еще инфекций это защитит? Из новошишминских лесов репортаж Павла Драгунова. Вооружившись распылителями, специальными препаратами и защитной одеждой, ветеринары и сотрудники Госкомитета по биоресурсам шаг за шагом дезинфицируют площадки для подкормки диких животных. В первую очередь мы обращаем внимание на буферные так называемые зоны, на районы, граничащие с Республикой Чувашия, Самарской областью, с другими приграничными регионами, для того, чтобы предотвратить проникновение этого заболевания на территорию нашей республики. В России африканская чума свиней выявлена в 38 регионах, в том числе у наших соседей – Удмуртии и Чувашии. Это неизлечимое заболевание, и в случае заражения больная скотина уничтожается. Так, в 2022 в Татарстане из-за вспышки под забой пошли 18 тысяч свиней. Сейчас в промышленном животноводстве более 400 тысяч голов. Если болезнь их настигнет, это будут огромные экономические потери. Все заболевания в основном опасные передаются элементарным методом. Это, например, африканская чума через кабанов. Они поели траву, люди сходили в этот же лес, ягоды собрали, не обработали, скосили траву, корм дали животным домашним. По поручению Рустама Минниханова в республике следят за популяцией кабанов. При необходимости пресекают их бесконтрольный рост. Также же мы производили обработку совместно с ветобъединением, раскладывание вакцины против бешенства. Это плотоядных животных. У нас было разложено 16 тысяч доз. Также это общее охотничье угодье и охотничье хозяйство Красновидово. Дезинфекцию проводят и от ящера, узелкового дерматита, птичьего гриппа и других заболеваний. Обрабатывают не только кормушки для животных и птиц, но и миграционные тропы. Работы ведутся в 15 районах республики. Павел Драгунов, Игорь Романов, ТНВ, Новошишминский район. К другим темам. В Куюках проблему с нехваткой мест для первоклассников решили. Теперь о необходимости детских садов говорят жители комплекса Царева, тоже Пестричинского района. Здесь, в свою очередь, ждут почти 1200 малышей. Сегодня в комплексе, по подсчетам жителей, проживают больше 20 тысяч человек. Есть 3 детских сада, один из них частный, но и там нет мест. Если решение проблемы, разбиралась Вероника Гайнудинова. 15 сентября будет 7 лет, и ему в этом году нам предоставили только место в детский сад. Я сказала спасибо, конечно, но мы уже идем в школу. Эльвира Шакирова дождалась очереди в детский сад для сына. Только, говорит, уже и не нужно. Когда была беременна 2-м ребенком, ей, как и многим другим родителям, предлагали альтернативный вариант, но в других поселках Пестричинского района. Нам дали детский сад, предоставили в 30 километров от нас. Ну, это нереально возить туда ребенка. Представляете, я в положении, беременная, зимой по трассе. Сейчас на данный момент в жилом комплексе Царева действует 2 государственных сада. Это Росток и Ивушка. А один из садов, который тоже предполагался как государственный, был передан в коммерческие руки. По подсчету застройщика здесь живут 13 тысяч человек. По нормативам все соответствует. Расчетная численность населения комплекса Царева-Виллидж – 13 тысяч человек. В соответствии с нормативами построены все необходимые объекты. 3 детских сада, 2 на 160 мест каждый, 1 на 220 мест. Школа на 1224 места. Есть плотность определенная на гектар, что в одном гектаре должно жить столько-то жителей. Это есть норматив. Из расчета этого выходит расчет детей и планируются детские садики. Жители говорят, нужны еще детские сады. По их словам, не хватает мест для 1186 малышей от 3 лет. Я являюсь студенткой очной формы, у меня специалитет. Заочной формы у меня нету. Родственников в Татарстане нету тоже. А скоро сентябрь, мне выходить на учебу, и, скорее всего, мне придется брать ребенка на пары. Моему ребенку 2 года. Вот недавно было. У меня такая ситуация. Мужа я похоронила год назад. Мне надо выходить на работу, потому что я одна, содержать свою семью, поэтому хотелось бы, чтобы построили садик. Просим Министерство и ведомство Республики Татарстан в самые ближайшие сроки изыскать возможности строительства дополнительных
государственных садов Республики Татарстан в Пестричинском районе ЖК Царево-Вилледж. Исходя из фактически проживающего населения, оно на минуточку более 20 тысяч человек. Сейчас застройщик Царево-Вилледж планирует построить рядом новый жилой комплекс. Там предусмотрено строительство 2 детских садов на 340 мест. 30, конечно, мало на 20 тысяч человек, потому что по нормам на 1000 жителей должно быть 90 детей. Тут зависит еще от таких ситуаций. Если поселок новый, то в основном туда заселяются молодые семьи. Значит, у них количество детей будет больше. В Пестричинском районе сегодня больше 7 тысяч детей дошкольного возраста. Как отметили в отделе образования, существующие сады закрывают потребность только на 44%. Чтобы частично решить проблему, в Царево закрыли ясельные группы. Так обеспечили местами детей постарше. 2 муниципальных садика, детский сад «Ивушка», проектной мощь 160. Затем мы доукомплектовали за счет муниципального бюджета на 80 мест, то есть еще добавили мест. Дальше мы открыли детский сад «Росток» на 220 мест. Мы его доукомплектовали тоже за счет муниципального бюджета на 110 мест. Итого за счет муниципального бюджета мы сделали 190 мест в детских садах ЖК усадьбы Царева. Ежегодно мы направляем письма в Министерство образования о том, что необходимо строительство детских садов, что у нас очередность растет. Единственный район, который у нас вызывает определенную тревогу, это Пестричинский муниципальный район. Что происходит здесь? Здесь есть 2 точки. Это деревня Куюки, где большое количество детского населения, и детские сады в ЖК усадьба Царева. Вы знаете, что это жилищные комплексы, которые активно застраиваются. Туда приезжают молодые семьи, где большое количество детей указанного возраста. В планах строительства детсадов в ближайших поселках Кощаково и Званка. Земля есть, но пока нет финансирования, рассказали в исполкоме района. Все необходимые документы направили в Минстрой. Они сейчас на рассмотрении в ведомстве. Сегодня в республике строятся 4 детских сада, 2 по нацпроекту «Демография» и 2 за счет бюджета республики. Также 11 школ, 3 из них с садиком в Мамадышском, Алькеевском и Высокогорском районах. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Пестричинский район. 90 казанских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а средний балл по русскому языку и математике оказался выше, чем по России. Об итогах государственной аттестации рассказал сегодня начальник управления образования города Ирик Резванов. Экзамены в этом году сдавали почти 13 тысяч девятиклассников и 6 тысяч одиннадцатиклассников. Лучшие результаты по литературе, химии, биологии и географии. Средний балл ЕГЭ по русскому языку 71. В этом году только 1 выпускник не смог набрать минимальное количество баллов. В прошлом году таких было 7. По математике пересдать экзамен предстоит 21 ученику. Результаты соответствуют общим российским результатам, либо даже превышают эти показатели. Так можно отметить, у нас 717 учащихся 11-классников получили медали за особые успехи в учебе. В Казани стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Сегодня ранцы вручили 9 школьникам. Они из многодетных семей и из тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Участвовать в акции может каждый. Эмоции первоклашек увидела Нафиса Минязова. В семье Даниловых 3 школьников и 3 дошкольников. Уже с середины июля они готовятся к учебе, выбирают форму, говорят, уже скучают по одноклассникам. Нравится. Нравится, что там нарисовано? Зайчик. В этом году дети из многодетной семьи в школу пойдут с новым портфелем. Внутри все необходимое для знаний. Нелегко, конечно, скажу точно. Вот. Ну, с радостью уж готовимся ко всему. Вот и дети сами тоже радуются. С большими впечатлениями, эмоциями тоже вот как бы готовятся к школе. Сегодня 9 таких ранцев подарили школьникам из многодетной и малообеспеченных семей Казани и Высокогорского района. Ну, сначала математика тоже немного нравилась, но сейчас не очень, потому что сложно стало. По школе скучаешь? Ну, немного, да, уже скучаю. Акция «Помоги собраться в школу» проходит уже 16-й год подряд при поддержке Раиса Татарстана. По инициативе партии «Единая Россия» Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. Очень многие предприятия у нас приглашают первоклассников, особенно своих родителей, своих работающих родителей, вручают на предприятиях. Получить такой подарок
к началу учебного года и знать, что ребенок идет с таким же ранцем, красивым, ярким, полным, укомплектованным необходимыми канцелярскими товарами, это мечта, наверное, каждой мамы, каждого папы. В прошлом году в первый класс помогли собраться 10 тысячам ребят. Особое внимание детям из новых регионов России. Второй год в Лисичанске, а в этом году еще и в городе Рубежном. Мы планируем обеспечить всех без исключения детей, не только первоклассников, не только малообеспеченных и из многодетных семей, а именно всех с 1 по 11 класс. Общее количество их порядка 3000. Все наборы имеют индивидуальное наполнение по возрастным категориям. Они очень существенно отличаются для начальной школы и для среднего, и для старшего звена. В этом году в республике без малого 57 тысяч первоклассников. Только за 10 дней на участие в акции поступило 450 обращений. Особое внимание на детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и на многодетных. В этом году в школы республики пойдут почти 487 тысяч учеников. Помочь может каждый. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, ТНВ «Казань». В Татарстане разработали порядок участия чиновников в управлении компаниями. В каких, на какой должности и с какой зарплатой, читайте в интернет-газете «Реальное время». Генеральный директор Татнефти Наиль Маганов награжден медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов. Наиль Маганов отмечен за значительный вклад в развитие нефтяной промышленности республики, многолетний плодотворный труд, активную общественную и благотворительную деятельность. Такой же награды удостоена начальник управления ЗАГС Кабинета министров республики Гульшат Нигматуллина за особый вклад в развитие и совершенствование системы госрегистрации актов гражданского состояния в республике, многолетний плодотворный труд в органах государственной власти. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. На этот раз покажем последствия обстрела Донецка. Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам города, сообщает корреспондент «Известий». Один мирный житель погиб и 3 получили ранения. В Донецке прогремело около 10 взрывов. От выпущенных снарядов загорелись маршрутный автобус и 2 легковые машины. Сейчас в зоне СВО продолжаются тяжелые бои, ведь мы своих не бросаем. Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Можно обратиться в местные военкоматы. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Нижнекамцы передали свои старые автомобили в один из автосервисов города, откуда машины после капремонта отправятся в зону СВО. Это 2 УАЗика и ИЖ-2715, называемый в народе «Каблук». Его подарили жители села Кармалы. Они собрали деньги, чтобы купить автомобиль, но продавец, узнав, что машина для военных, отдал ее бесплатно. Все сэкономленные на покупке деньги пошли на другие нужды. Фильм нашего телеканала стал победителем международного кинофестиваля короткометражного кино «Время вспомнить». Он прошел в Санкт-Петербурге. В номинации «Лучший телевизионный документальный фильм» отмечена 2-я часть ленты «ZV». Это 2-серийный фильм режиссера Зуфара Давлетшина и оператора Андрея Ключникова. Они трижды были в командировке в зоне СВО. В минувшем и в этом году проехали по 4 новым регионам России. В своем фильме они проанализировали появление фашизма на Украине, показали, как от боевиков страдают жители Донбасса и как им помогают татарстанцы, добровольцы, мобилизованные, волонтеры и госслужащие. Отметим, на прошлой неделе этот фильм ТНВ стал также лауреатом фестиваля документального кино «Артидок. Время героев», который прошел в Казани. За 1 неделю буквально получилось по фестивалях мы поучаствовали. Приняли участие именно в конкурсных отборах, в финале 2 фестиваля. Один был в Казани, другой в Санкт-Петербурге. Очень радовала, конечно, реакция зрителей. То есть вот, честные эмоции, которые вызывали герои нашего фильма Андреем Ключниковым. Потом люди подходили уже после окончания всех просмотров, отдельно подходили, благодарили этот фильм. Это, конечно, очень трогает. Мы понимаем, что мы доездили не зря.
Мы поздравляем наших коллег с победой. Она вдвойне значимая для холдинга ТНВ. Не просто стать лучшим на фестивале документального кино. Более 700 участников собрал Нижнекамский полумарафон Тиммермана. Это один из этапов ежегодной спортивной серии стартов в нашей республике. В Нижнекамск приехали представители из 20 регионов. В самом центре Нижнекамска жаркий старт, причем во всех смыслах. На улицах 30 градусов тепла, на полумарафоне сотни энергичных горожан. Бегут и парни, и девушки, и профессионалы, и любители. Одной из первых финиширует опытная участница Анна Борисова. Сегодня она в яркой футболке «Бегу за Сибур». Это сплочает город, сплочает нашу компанию «Сибур». Почаще проводились такие мероприятия. Первый раз участвую. Первый раз вот. И мне понравилось, подготовили очень хорошо. Трасса шикарная. Но погода, конечно, да, дала жару. Вот такие брелки получаются из этой продукции. Брелок в виде бутылки из переработанного пластика доказывает, отдельное внимание на полумарафоне уделяется теме экологии. Партнером в этом вопросе стал Сибур. Компания организовала раздельный сбор использованных пластиковых бутылок на протяжении всего маршрута. Весь собранный пластик переработают и используют для производства гранул Вивилен Арпет на предприятии Сибура Полиэф. В будущем из этого материала сделают новые бутылки для воды. Вдоль трассы выставлены специальные сетки, куда можно положить использованные бутылки, чтобы они были в одном месте. После этого их соберут, переработают, как я говорил, уже в крошку и изготовят новые бутылки. Вот эта технология помогает нам сделать наш мир просто чище. Сибур за экологию и за здоровый образ жизни. Полумарафоны нижнекамцы ждали 4 года. Теперь такие массовые забеги будут проводить чаще. Город у нас очень спортивный. Много спортивных школ, в которых, грубо говоря, любительски-профессионально занимается порядка 6 тысяч ребятишек. Мы ждем дальше это мероприятие, мы уже сказали организаторам, что и зимние, и летние триатлоны готовы оказать содействие. Участникам полумарафона предстояло пробежать расстояние в 10 и 21 километр. Украшением старта стали детские забеги «Тиммер Кидс» на 300 и 600 метров в разных возрастных категориях. Каждый участник мероприятия получил памятную медаль, а также внес вклад в свое здоровье и экологию. Алена Струминская, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся. С 24 июля по 4 августа распродажа индийских товаров. Оренбургский тракт 8, Казанская ярмарка. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. А теперь о погоде на ТНВ. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево в первый день августа ожидается малооблачная погода. Ночью местами дожди, температура понизится до 16 градусов тепла, а днем ожидается около 23 градусов выше 0. Без осадков будет в набережных Челнах, в Нижнекамске и Елабуге. Ожидается ночью около 17 градусов тепла, днем плюс 25. Уже не жарко и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Ночью около 16 градусов, днем 25 градусов тепла. Не исключены дожди в Арске, Кукмаре, Балтаси. Переменная облачность без осадков. Ночью воздух прогреется до 16 тепла, днем плюс 24 градуса. В Болгаре, Дрожжином, Буинске преимущественно без осадков. Температура ночью до 17 тепла, днем до 26 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность, ночью местами возможны осадки. Ночью воздух прогреется до 18 тепла, днем 24 градуса со знаком плюс. В среду температура вновь устремится вверх, вероятность осадков будет небольшой. В
Казани ожидается облачная погода. Вероятность осадков минимальная. Ветер западный, умеренный до сильного. Ночью ожидается 17 градусов тепла, днем плюс 26 градусов. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное, но скачки температур могут негативно сказаться на самочувствии. Таковы новости о погоде к данному часу. Оставайтесь с нами и берегите себя.